преемственности поколений сокрыта та самая сила, которая дает моральные ориентиры, вдохновляет на новые свершения и поддерживает каждого из нас. Потомком самого массового детско-подросткового движения страны Советов в Алданском районе является школа с углубленным изучением отдельных предметов. В ее стенах сохраняются и продолжаются традиции минувших лет. Те, кто прошел эту школу пионерскую, я думаю, что это те люди, которые сегодня достойно трудятся и нашим поколениям, новым поколениям, отдают все лучшее, что было в их жизни. Более 100 лет назад, в 1923-м, на Золотоносном ручье Незаметном образовался маленький одноименный прииск. Спустя год в поселке началось зарождение пионерии. А в 90-х годах прошлого века на базе Дома пионеров была создана школа. Мы с прошлого года, наши активисты у движения первых приняли участие, являются до сих пор участниками акции «Хранители истории». Это то движение, которое берет под свое крыло какой-то объект в городе и за него несет ответственность, убирает его. Мы взяли, естественно, это наш памятник Владимиру Ильичу Ленину. Мы к нему приносим цветы в день его рождения, в День пионерии. Ну и по мере возможности за этим памятником мы следим. История школы неразрывно связана с развитием пионерского движения района. Пожалуй, все пионеры-алданцы, ныне представители зрелых и старших поколений, пробовали силы в тех или иных кружках, секциях и студиях. Со сменой эпох Дом пионеров был преобразован в Центр детского творчества, под сенью которого продолжила работать система дополнительного образования. Мы обновили кружки, мы обновили работу. То есть, если раньше у нас упор был на школу пионерского актива, школу комсомольского актива, то здесь мы больше стали заниматься, естественно, социумом. Вот. Возродили кружки технического творчества. Авиамодельный возродился. Тогда было много выбора. Я и посещала юнацкий, театральный, танцевальный, но походила и на мягкую игрушку, но мой выбор пал на театральный и на танцевальный. Это те кружки, которые я посещала долго, да, и практически закончила эти кружки уже с окончанием школы. 30 лет назад на базе Центра детского творчества были открыты общеобразовательные классы. Так началось становление школы. Приоритет ставился как на формирование у детей прочных знаний, так и творческое развитие каждого ребенка. Вновь образованная школа стала родоначальницей множества проектов. В их числе популярный среди детей и их родителей районный турнир «Интеллект будущего». Он включает в себя 3 этапа. Это олимпиада, это марафон и творческая мастерская. То есть это было для детей хорошим способом не только показать свои знания, умения и навыки, которые они приобрели в школе, но еще и показать, какие они творческие, как они много умеют всего. То есть всегда на хорошем уровне проходило это, и до сих пор мы это проводим. Некоторые выпускники возвращаются в родные кабинеты в качестве педагогов. Матвей Букарев получил аттестат в 2017-м, а 3 года назад в школу с углубленным изучением отдельных предметов пришел учитель информатики, биологии и музыки Матвей Юрьевич. Школа была достаточно интересная, была продленка, было очень много всяких разнообразных кружков. Тут я благодаря школе пошел изучать музыкальные инструменты. В свое время я здесь начал осваивать баян. По окончанию также освоил саксофон. Наряду с формированием у воспитанников прочных знаний внимание по-прежнему уделяется всестороннему развитию ребят. Наставники стремятся задействовать все возможности для того, чтобы каждый ребенок смог раскрыть личностный потенциал и максимально проявить свои способности. Сейчас в актовом зале идет репетиция. Девочки в образах легкокрылых чаек отрабатывают композицию, которая является частью спектакля «Легенды об алых парусах».
Это фрагмент нашего любимого, самого первого спектакля «Легенда о балых парусах» с Анастасией Владимировной, с коллегой, с учителем русского языка и литературы. Мы работаем в тандеме, руководим этой студией уже на протяжении, получается, 6-7 лет, где-то вот так. Сегодня театральная студия наша внесена в реестр школьных театров. Некогда скучать и расслабляться и юным журналистам. После уроков ребята приступили к озвучиванию фильма. По задумке юнкоров, видеоролик отразит основные вехи развития пионерского движения района и историю образования школы. Идей у ребят масса, творческая деятельность захватывает всю команду. Не менее интересным стало погружение в реалии ушедших лет. История охватом в 100 лет. Это удивительно ко всему этому прикоснуться. И я на сегодняшний день счастлива, что смогла прикоснуться к этому и проследить путь образования, начиная от Дома пионеров до современного состояния школы. Когда-то в прошлом я сама была пионером и октябренком, но для меня это все очень близко, конечно. Одно из лидирующих направлений школы составляет медицинское добровольчество. Пропаганда здорового образа жизни, реализация различных проектов и акций, участие в значимых событиях района и города. Отряд волонтеров-медиков ведет активную разноплановую деятельность. Мы волонтеры-медики, да, мы пропагандируем здоровый образ жизни, стремимся рассказать молодежи, во-первых, о том, что ЗОЖ – это не изнурительные тренировки, голодание, это баланс между моральным отдыхом, физической нагрузкой, и что ЗОЖ помогает чувствовать себя лучше, а не заставлять себя страдать, заставлять себя унывать и чувствовать боль от всех этих тренировок, занятий. Бережно сохраняя самые лучшие и добрые традиции основного и дополнительного образования советского времени, педагоги активно внедряют в практику инновации и передовые методики работы с детьми и подростками. Один из акцентов ставится на профориентацию. Мы в этом году уже сделали выпуск юных железнодорожников. В прошлом году учебном. А в этом году мы открыли 2 уже класса юных железнодорожников. Потом с АПАПом. Мы тоже хотим, чтобы наших детей приучали, тем более транспорт востребован, он сегодня необходим. Осенью прошлого года школа с углубленным изучением отдельных предметов отметила 100-летие пионерского движения района. В канун векового юбилея были подведены итоги и намечены планы. Школа по сей день располагается в здании бывшего райкома партии. И один из поставленных на перспективу вопросов касался нового помещения. Классы у нас расширяются. Если мы начинали с 15 человек, то теперь у нас есть классы 33 человека. В типовых зданиях эти 33 человека могли бы в классах сидеть. А здесь мы стараемся как-то потесниться, расписание составлять так, чтобы могли дети сидеть нормально и учиться и так далее. И, конечно, этот вопрос будоражит. Сегодня вопрос площадей решается в рабочем порядке. Педагоги надеются, что в будущем эта проблема будет решена. Раз, два, 3, 4, 3, 4. Раз, два, кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Традиции массового детского движения страны Советов сегодня также продолжают воспитанники Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Пионерская организация в стенах центра была образована порядка 1,5 десятков лет назад. На счету ребят и девчонок множество добрых, полезных и важных дел. Мы пионеры, дети рабочих. Мы оказываем помощь старушкам, дедушкам по улице Комарова. Мы ходим, им дрова рубим, мы копаем иногда им огороды, садим, помогаем. Ну и вот таким вот образом мы, как тимуровцы, оказываем помощь нашим старожителям. Юные пионеры Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стали первыми гостями городской выставки «Мой адрес Советский Союз». В каких платьях и костюмах раньше дети ходили в школу, во что играли учителя, когда были маленькими, и как с пластинок можно было слушать песни и сказки. Выставка вызвала у ребят живой интерес. Впрочем, о некоторых экспонатах мальчишки и девчонки знают достаточно.
Мы тоже проводили такую же выставку на 100 лет, когда наш 100 лет было у нас. Мы тоже собирали и тоже выставку делали. И ребята тогда еще заинтересовались, а какие утюги были, вот это все на углях. И я думаю, что сейчас им тоже очень понравились вот и игрушки, все они разглядывали с удовольствием. Выставка «Мой адрес Советский Союз» ежегодно дает возможность алданцам и гостям города совершить путешествие в прошлое и прикоснуться к советской эпохе. Сотни экспонатов, воссоздавая колорит минувшего времени, словно рассказывают о быте и укладе страны. Выставка организуется некоммерческим объединением по сохранению историко-культурного наследия социализма совместно с детской городской библиотекой. Многое мне напомнило. Вот эти утюги, самовары, это ж все наше. Вот приемник вот этот, как он называется, ВЭФ или как? Это мне еще министр цветной металлургии дарил. Такой приемник. Так дефицит был. Желаю всем здоровья. Главное, высокий моральный дух. Не сдаваться, все будет нормально. Представляемые в зале НКО экспонаты являются личной коллекцией директора детской библиотеки Татьяны Ефимовой. Большинство вещей принадлежало ее семье. Часть предметов автор нашла у друзей и знакомых. Многое безвозмездно отдали земляки. Пополнение коллекции продолжается. Жители Алдана Софьян Гайнутдинов и Ильдус Садаров глубоко понимают ее нематериальную ценность. И личный вклад в фонд они сделали ранее. Мне пришлось, как говорится, пройти все этапы политической жизни, начиная с октябренка, пионер, комсомолец, коммунист. В школу я пошел в 1945 году, и был принят в Коммунистическую партию Советского Союза в 1968 году. То есть уже прошло много лет. По сложившейся традиции ежегодная выставка начинает работать в канун годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2024 зал открылся для посетителей в 3-й раз. В атмосферу детства, юности и молодости с удовольствием погрузились пионеры и комсомольцы, которые, как известно, бывшими не бывают. И День Великой Октябрьской социалистической революции для них – праздник значимый. Встречи на выставке в рамках даты являются данью истории и почтением памяти прошлого. В день 107-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по традиции собрались здесь все поколения, которые представляли собой Союз Советских Социалистических Республик. Это пионеры, комсомольцы, коммунисты, ветераны, дети войны. На открытии 3-й выставки состоялось важное событие. Житель Ленинского Петр Кузьмин был принят в ряды комсомольцев. В торжественной обстановке Петру Викторовичу был вручен главный документ советской молодежи – комсомольский билет. Поздравляю вас. Спасибо. Ваш партбилет, значок. Почетным гостем встречи стал участник специальной военной операции Анатолий Потеруха. Анатолий вернулся домой недавно, он был комиссован по ранению. Пожелав представителям старших поколений здоровья и сил, военнослужащий дал лаконичное и емкое напутствие молодежи. Учиться хорошо, вырасти, достойно жить, работать, как положено. Страны Советов нет уже более 30 лет, а предметы старины по-прежнему хранят тепло безвозвратно ушедшей поры, воссоздавая колорит тех лет. А мудрость, знания и опыт, духовные ценности и моральные ориентиры передаются из поколения в поколение.